Ася, расскажите, пожалуйста, почему в принципе решили поучаствовать в хакатоне? У нас давно зародилась идея создать такую игру на базе нашего кампуса, и Саид, наш бизнес-аналитик, он нам скинул этот хакатон и сказал, что он будет классной начальной точкой нашей игры. То есть он нам поможет оттолкнуться, сделать MVP, это минимальный прототип, чтобы показать, как все работает на самом деле. И мы даже не надеялись на победу, точнее, мы не нацеливались на нее, мы просто хотели начать работать над игрой. И так получилось, что получили второе место. Второе место — это все-таки хороший результат, и хотелось бы узнать, не волновались ли вы, так скажем, конкуренты ведь серьезные? Да, на самом деле, если бы лично я сравнивала нашу игру с другими, я бы не дала нам второе место, честно скажу, потому что у них реально очень классные игры были. Мне прям очень понравились, я бы даже сама поиграла в какую-нибудь. Хотелось бы узнать немного подробнее о вашей игре. Эта игра основана, как я сказала, на нашем кампусе. Человек, который захочет к нам поступить, он сможет походить по нашему кампусу и выполнять разные квесты. То есть суть состоит в том, что по всему кампусу происходят разные сбои, и его задача решить эти сбои, помочь решить при помощи алгоритмов и структур данных. Это на данный момент, а так мы обязательно введем начальные уровни, которые помогут прям супер-супер новичкам войти, научиться программировать. Даже мне, человеку, который далек от программирования и вообще, в принципе, от IT-сферы, это стало очень интересно. Да, я рада этому. Спасибо. Так, когда нажимаем «Начать игру», тут появляется обучение. Там идет объяснение, как играть, какими стрелками перемещаться, как взаимодействовать с предметами. В нашем случае мы взаимодействуем с буквой «И» на английском. Сначала надо подойти к таблице с заданиями. Мы подходим, и тут появляются задания, которые нам надо выполнить. Как только мы их выполним, тут появятся галочки, что все выполнено. То есть мы нажимаем «Назад» и возвращаемся, точнее, идем к первому заданию. А есть разница, какое задание выполнять первым? Нет, там нет такого, что для того, чтобы открыть второе задание, надо обязательно выполнить первое, просто какое хочешь, такое и выполняешь. В данном случае нам объясняют, что есть сбой в таблице лидеров, и нам нужно починить сортировку. Мы, конечно же, поможем. Слева у нас небольшая теория по алгоритму, справа практическое задание, чтобы человек мог написать свой код и проверить себя. Если с первой попытки не получается, появляется кнопка «Спросить у ИИ», и ИИшка ему поможет в этом, даст подсказку. Полностью код она не дает, только помогает. Тут можно копировать прямо отсюда и вставлять, но есть загвоздка в том, что нельзя просто вставить, потому что массив, который передается, называется R, а тут массив numbers. И, соответственно, игрок это должен понять и исправить. И в таком случае получается, что он, в принципе, понял эту тему и сможет уже сам писать этот код. И таким образом выполняются 4 задания. Можем подойти к какому-нибудь другому, посмотреть. Следующее задание у нас виндиговый аппарат. Это аппарат с едой. Он у нас, как вы видите, на 2-м этаже. Нам надо подняться. Перемещаться можно как обычными стрелками, так и буквами WASD. Для того, чтобы подняться по лестнице, буква И, опять же. Вот он поднимается и идет к аппарату. Ну и, в принципе, тут такой же алгоритм. То же самое. Объясняется, в чем ошибка, какой алгоритм надо использовать, и просьба о помощи. Вот, Ася, вы упомянули искусственный интеллект, и мне все-таки хочется знать ваше мнение касательно него. Это в помощь человеку или все-таки в будущем он заставит человека полностью облениться? Это зависит от того, как мы сами его используем. Если мы его используем как замену себя, то, естественно, это только вредит человеку. Но если ты, например, изучаешь какую-то тему и не совсем ее понимаешь,
У ИИ есть очень классная задача объяснить тебе так, как ты поймешь. Ты ему можешь полностью расписать, как ты понимаешь, можешь рассказать, делай мне как с ассоциациями, объясняй как маленькому ребенку, и благодаря этому ты лучше понимаешь тему. Если ты так используешь, а не как замена своего умственного труда, то, естественно, только поможет тебе в дальнейшем. Самое главное для нас то, что мы каждый отвечаем за свою сферу, но при этом мы на подхвате друг у друга. То есть мы в любой момент можем кому-то помочь. Если там я закончила свою работу раньше времени и кому-то нужна помощь, я с удовольствием помогу. Также мы слушаем друг друга. Если у кого-то есть идея, мы ее сразу не отвергаем, обязательно обсуждаем, возможно, каким-то образом дополняем и внедряем, если нам нравится все. Это, наверное, два наших качества самых лучших.